Под мудрым руководством уважаемого президента наша страна изо дня в день развивается и процветает, идет к новым высотам прогресса и созидания. Велика заслуга наших женщин в том, что до наших дней дошли замечательные традиции и обычаи, богатейшее культурное наследие народа, уходящее своими корнями вглубь истории. В немеркнущих узорах и орнаментах своих искусных ковров наши умелые мастерицы отразили прекрасный образ нашей природы, славную историю, а также героизм народа, свою мудрость, мечты и чаяния. Осенняя шерсть садится при намокании, поэтому овечья шерсть осенней стрижки используется при кошмовалянии. А для создания на кошмах узоров применяется шерсть весенней стрижки овец. Из этой шерсти получаются более красивые узоры. Шерсть осенней стрижки вешают, сушат. Когда высоко в горизонте и своими лучами греет все вокруг, сбивают, очищают в специально отведенном для этого месте. При этом оно немного смягчается. Это обеспечивает высокое качество изделия. Опытные женщины никогда не использовали при кошмовалянии несбитую тщательно шерсть. Сбивание шерсти также выполняется при нагревании солнца. В жизни наших бабушек и прабабушек войлочные изделия занимали большое место. Повышение спроса к ним в хозяйстве привело к увеличению их разновидности, совершенствованию этого ремесла, выводу его на уровень искусства. Как отмечают ученые, сначала появилось кошмоваляние, потом стали ткаться паласы, а позднее возникло ковроткачество. По области применения в хозяйстве войлок все же занимало первое место. Его использовали при покрытии юрт, вешали его у двери, стелили на пол и так далее. Узоры на кошмах туркменские женщины заимствовали, в основном у природы. Они напоминали представителей растительного мира или отражали характерность разных периодов истории. Для окрашивания шерсти туркменские женщины использовали местное натуральное сырье, которое отличалось особой прочностью. Яркие, расписные туркменские кошмы воплощают в себе неповторимую природу Туркменистана. Эти войлочные изделия – результат волшебного искусства, которое постоянно способно хранить в себе восхитительную красоту нашей природы. Орнаментальные кече, созданные искусными руками наших бабушек и прабабушек, являясь украшением белых туркменских юрт, занимали большое место в жизни народа. Они были прочными и оказывали благоприятное воздействие на здоровье человека. Неспроста в народе говорили «кече гövünli gelinim bolsun». Это сказание связано с тем, что кече могут впитать в себя как изобилие, так и недостаток в доме, с их стойкостью.
Наш народ желал, чтобы пришедшая в дом невеста была скромной, простодушной, не держала никогда обид в душе. Туркменские женщины ткут ковры, которые поражают воображение, национальную ткань китани, национальный платок дуй-плиганач и доводят это искусство до уровня совершенства. По инициативе уважаемого президента, уделяющего огромное внимание вопросам развития, дальнейшего совершенствования, популяризации туркменской культуры, искусства, национальное наследие, во всех вилаятах страны строятся музеи, в которых хранятся экспонаты, рассказывающие о древней духовной культуре наших предков. В эпоху могущества и счастья, по инициативе уважаемого президента, национальное наследие туркмен, обычаи и традиции, культура и искусство возрождаются заново. Скоротечно проходит время, меняются эпохи, но искусство, навсегда сохранившееся в сердце народа, не меняется. Национальное искусство кошмоваляния, с давних времен передаваемое из поколения в поколение, достигло сегодня уровня совершенства, так как настоящее искусство постоянно живет в душе народа.